Ну всем большой привет, друзья, наконец-то, вон, с Иваном Григорьевичем. И наконец-то мы выезжаем на лесную речку, пробиваемся к лесной реке, по традиции отметить День защитников Отечества в лесу, на лесной речке, на рыбалке. Вот, потихонечку пробиваемся, пока это у нас получается. Надеюсь, сегодня мы до речки доедем. И дай бог, даже может быть что-нибудь да поймаем. Погнали. На улице минус 10 градусов. Небольшой ветерок, небольшой снег. Но слава богу, пухлячок вроде пока держит. Правда, очень мешают вот эти наклоненные ветки. Их прижало за всю зиму. Но пока получается даже без пилы. Потихонечку пробиваемся. Едем в Целик. В этом году здесь еще не ступала нога человека. Не видно ни буранки, ни лыжни даже. Посмотрим. Если на реке следов не будет, то получается, может быть, даже что-нибудь да поймаем. Значит, река еще не обловлена. Раньше, когда не было снегоходной техники у меня, я всю эту дорогу проходил на лыжах. С утра выйду, 2 корыта, бензопила, штиль, продукты на 2-3 дня и на лыжах тащил за собой 2-3 корыта в Целик тоже, пробивал дорогу. Приходил в ледяную избушку, растапливал, 2 дня с нее текло. Ну а потом уже по протоптанной дорожке уже было проще. Дальше приезжал, но дальше и начал появляться народ, потому что как только протопчешь дорогу, народ уже тут как тут. Вот. Вот сейчас заметьте, мы протоптали с Григорьевичем дорогу, протопчем. И возможно уже на следующих выходных здесь народ будет кататься. Ладно, дай бог пробиться до лесной реки, встречаемся на реке. Вот добрались до речки. Но сейчас, прежде чем сюда спуститься, надо проверить, как дела тут обстоят со льдом. Вроде сухо. Нормально, сухо. Пока сухо. Провалиться-то не провалишься. Не взяли с собой пешню. Кто-то вон давным-давно прошелся на лыжах. Охотник или рыбак, не знаю. Что, здесь, наверное, перекурим, да? Конечно. За приезд-то. Да, здесь перекурим и пообедаем заодно. Мы уже на реке. Добрались наконец-то с Божьей помощью. Да, я вот здесь поймал хариса, вон там и вон там 2 штуки. Да здравствует лесная река, да здравствует зимняя рыбалка. Давай. Наконец-то мы с тобой, Иван, добрались до реки. Год нас не было здесь, год. Да. С прошлого года, да, тоже на 23 ездили, да, вроде бы? Да. Или, ну, февраль это был точно. Февраль был, февраль. Так, ну чё, Февруар. Так, удочки не забыл? нет, закидываю, ловлю хариса и... Да, за приезд надо обязательно. Иначе счастья не видать, да? Да. Ой. Так, бур у меня. А я где-то раньше вот здесь вот бурился. Приезжаю, здесь прямо бурюсь. Сейчас вот здесь. Тут вот ерши бывает, а вот тут вот бывало нет поклевки. Сейчас, наверное, вода будет выступать. Так, посмотрим, что со льдом. Бур-то замерз, не бурит.
Все, пошел. Первая корка нормальная. Значит, должно держать. Только на бревнах, да на перекатах, наверное, только открыто будет. Сразу бурю течение в ту сторону с небольшим наклоном сюда, чтобы проще было затягивать крупную рыбу. А льда-то не так тоже много. Никто еще не рыбачил. Ну, сейчас намерзнет. Так, тут глубины мало, но хариус бывает. Обычно сразу бурю 2 луночки. О, лед не такой-то уже и толстый. Но есть. Это уже радует. Это уже радует. Сейчас сюда бур воткну. Вот, снарядила удочку. Снизу вот такая вот мормышечка зеленая. Подарок Василия Чупина. Ну и сверху нимфа. Желтенькая такая, похожа на это. На каракатицу вообще. Забыл все, как название у нее. Но хариус любит эту наживку. Ну и Господи благословен. Давайте посмотрим, что у нас в этой реке, у нас в этом сезоне. Здесь глубины мало. Сразу удара не последовало. Уже хорошо. Так, обычно я вот так вот одну сразу оставляю. И сразу достаю вторую и рыбачу на 2 удочки. Так, это оставляем. В надежде на поклевку. Проверяем. Так, нормально. Глубина небольшая вообще тут подо льдом. И сразу закину вторую удочку. Что, там глубже, да, Григорьевич? А, буром достал. А вторая у нас просто вот такая вот уралочка белая. И тоже типа муравья, что-то с красной точкой атаки. Небольшая маленькая нимфочка. Вообще маленькая. Там-то крупная нимфа. Здесь маленькая. Сейчас попробуем на эту и будем ждать поклевок. Первая поклевка была. Первая поклевка есть. Кто-то клюнул. Клюнул кто-то, говорю. Да, что-то маленькое, небольшое. Поставил одинарную мормышку с тонкой леской. Маленькую. И на нее кто-то клюнул. Не знаю. Может быть гальянчик, может быть ёршик. Там вот стоят у меня толстые лески. 0,18 где-то, наверное. Надежные. Если не 0,2 даже. Может быть даже 0,25. Крупная леска толстая. А здесь леска 0,16. И маленькая мормышечка. Вот такая вот. Маленькая. Вольфрамовая мормышечка, капелька. И поклевку я увидел. Получается, рыба осторожничает. Аппетита у нее нет. Но поклевку я увидел уже хорошо. Не могло же мне показаться. Не хочет. Так, ну что, начало неутешительное. Да. Пробурили с Иваном по 10 лунок на брата примерно. Ну, десяток, да. Вон здесь слева Иван, справа я. Ни одной поклевки. Вот то, что вот на этой лунке вот поклевочка была. И все. Ну, тут, наверное, малявка была. В принципе, у меня есть подводная камера, можно глянуть. Но от этого, я думаю, мало что изменится.
мало что изменится. И так видно, что нет его. Он был бы, он взял. Да хрен его знает. Тишина. Пока тишина. Так мы с голоду умрем. Так он в том-то и дело не дает пообедать. Наверное, надо начать все-таки, да, за приезд. Да, пообедать, а потом... Себе налить. А он пусть голодный. Да, ему налить, себе налить. Да. Может, что изменится? Ага. Ну, так, попробуйте. А то в сухую-то рыба не клюет, это точно. Да, слушай. Рыба по суху не ходит. Рыба по суху не ходит. Так что наливай да пей. Пора, наверное, накрывать на стол. Так мы быстро проиграем. Да. Так, сам попробуй. Ну что, не хотят нам без 100 грамма рыбу давать? Нет, Наверное, надо перекусить что-то, чем Бог послал. вот в том-то и дело. Перекусим и Так, пойдем. а Бог сегодня нам послал... Так, сало пока не открываем. Смотри, Иван Григорьевич. Вафельные трубочки от Валентины Васильевны. Ну, сейчас Теперь нам удача обеспечена. одной съедим и точно начнем. Это чай попьем с ними. А так, вон, у нас еще есть что. Макароны еще теплые. Мандарины. И самое главное, вон, еще теплые. Смотри, Иван. Утка. Утка. Давай пока горяченькая. Она даже не остыла. В термобоксе даже не остыть не успела. Сейчас мы это дело быстренько перекусим. Так, ложки, 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 ложки. Ложки, наверное, здесь у нас. Все. Вон, теплая еще. Картошка жареная. 2 уточки. С мультиварки утром сегодня Васильевна вытащила. И мы сейчас сделаем все красиво. А у меня теплая. Давай сначала теплая сидим. И грибы. Вот это достать надо. Смотри, какой черпак я с Вальбериса заказал. Шикарный. Так. Ложка, ложка. Ложка у меня, наверное, там. Так, а у меня, наверное, ложка здесь. Главная ложка. Главное, плошка. Хлеб, сало, сыр, что там все. Что было в холодильнике. Ложка есть, да? Да. Иван Григорьевич у нас ведет холостяцкую жизнь. Да. Жену отправил в столицу. Пусть она будет городская. Надо ж кому-то быть городским. Да. Так. Ланчбокс. Ланч. Ланч, ланч. Тихо, сломал. Да. Она прикипела просто. Сейчас я исправлю тут. Я же мастер. На все руки. Мастер-ломастер. Да. Ломать, строить. Вот надо. Ну-ка. Надо вот так вот. Там вакуум. Да, Так да, вот. да. Да. О. Чмок. Опа. Картошка горячая. Опа. Ну, не горячая, но теплая это точно, однозначно. Теплая? Угу. Уже ломать не будет. Ветом, как говорится, в термоящике-то. Вон. А эта уточка горячая. Вон, смотри, это точно горячая еще. Видишь? В термоящике. Даже остыть не успела пока, за полдня. Ну, без обеда кто нам ловиться будет? Никто. Так. Ну что, не против, Иван Григорьевич? Мы же не дураки.
Сейчас трезвенник, язвенник и опять коробить их будет. Скажут, «У-у-у, что ты показываешь? Это же не алкогольный, это же рыбацкий напиток. От него народ не пьянеет, от него становится просто хорошо. Энергетик, видишь, энергии будет за край, да? Вот собаки. Так, что, по Марусин поясок? По полной. По полной? Угу. Ух ты, Ну а что? заявка на Баловаться. успех. Че баловаться? Ловить да ловить. Да. Я же 3,5 года служил, блядь. Это не шутка. Не год. Вот так вот надо рыбачить, а не по Марусин поясок, половинку, Да. там на донышке. Да. Наливать так Глотнул. наливать. Давай. Один раз глотнул бы 200 граммовый, и все, и пошел бурить. За приезд. Ну, за дай то, Бог. что... Дай за Бог эту... здоровья нам и Хариусу. И как ты это говорил, Петр Павел, рыбный бог. Рыбный бог, дай нам рыбки на пирог. Вот так. И все. И это дело надо замыть, Да, обмыть, и все пойдет своим чередом. дай Бог всем здоровья. Будем. А что ты чай налил? Чай? Да. Так, значит, я говорил, безалкогольный напиток. Ага. Ну, это по-новому будем. Теплый еще, да? Да, ляжку оторвал, блин. Многие говорят, когда ролики про охоту выставляю, куда ты столько ловишь, куда ты столько стреляешь, что тебе жрать нечего. Они понимают, что это сезон охоты неделю, а кушать утку будем год. Если убьешь. Да. Так что А если будешь смотреть, как она летает, так и пролетишь. сезон охоты 10 дней. Да. За это время надо наготовить как минимум до следующего сезона охоты. Да. Тем более такие цены на патроны, да на все, что 70-80 рублей патрон. Ну, утка не- стрельнул раз, булка хлеба. стрельнул 2, зарплата. 2 стрельнул, полкило мяса. А убил 200 грамм. Если убил еще. Да. А то натурпродукт. Не, тут же не добыча даже, как бы, действительно, кушать-то нам есть чего. Просто это традиционная пища уже. Наши деды, отцы питались этой пищей. Да. Мы что, хуже, что ли? Мы Да. Мы что, не охотники? инвалиды, что ли, какие-то? Пока можем, пока руки, ноги ходят, Да. пока глаз видит, будем охотиться, будем добывать, будем ловить рыбу. Жизнь одна, правильно? Надо ее прожить так, Ну, чтобы было спокойно на душе. чтобы, когда делаешь последний вздох и вспоминая прожитые дни, не было Обидно. больно за бесцельно прожитые годы. Да, хоть что-то было хорошо в этой жизни. Хоть что-то. Так, вот такой у нас короткий перекус. Потому что если взять все в целом, жизнь не так и легка, как кажется кому-то. А то. Надо ее прожить красиво. Конечно, и красиво, и спокойно. И чтобы люди были довольны, и ты доволен. И чтобы, подходя к твоей могиле, когда тебя закопают, Ага. сказали, вот какой хороший человек был. Да, А не то, что там, буду плеваться в твою сторону. да. Вот это самое главное, Да. чтобы Вот так и стараемся делать добро. Ну, конечно, добро и получаем, но да, жить так, чтобы будущее поколение о тебе только добром вспоминали, а не о да, том, что какой ты был как у меня нехороший. внучок целую неделю. Деда, ты пойдешь ко мне в садик? Ну, на утренник. Я говорю, Макар, пойду. Нет, ты даешь честное слово. Ну, такой, Слово мужика даешь, да? да, Шпанюк, ты даешь честное слово? Я говорю, Макар, честное слово пойду. Потом, блин, некогда. Я говорю, во сколько? В 9 часов.
Я, блин, просыпаюсь, елки, 7 часов. Я начал туда-сюда, побрился, переоделся. Все, выхожу 8:30, сел, приехал. Без 10:09 захожу, думаю, блин, начнут без меня. А они в 9:30, оказывается. Полчаса подождали, и вот мы с ним, я и на коленях ползал, полосу препятствия брал с ним вместе. Ну а что, все пришли с папой, а он, что, один будет? М. Доволен. Я пакет конфет купил, потом, когда кончилось все, я ему дал, говорю, на, своих друзей угости. Это слово мужика-то вспомнил тоже меня. Генка мелкий, когда был, я ему все, допустим, сделаешь, сделаю. Даешь слово мужика? Он, даю. Слово мужика, честное Да. слово, сделаю, допустим, и сделает. Подошел к маме, что-то начал. Мама, сделаешь там, допустим, ну, допустим, я уже тоже не помню, допустим, хоть что. испечешь блины? Он, да испеку. Слово бабы даешь? Я ему-то слово мужика, он такой, слово бабы даешь? Мы там упали, ржали. Да, Конечно. слово мамы, нет, слово бабы. Это слово мужика даешь? Он, даю. Так же он и на маму. Слово бабы даешь. Как говорится, мать его за ногу. Все. Начало есть. Мы на реке. Это здорово. Да. Не знаю, куда вниз, вверх поедем. А посмотрим. Там перекаты. Надо на Вверху? лыжах сначала. Ну да, идти. Если вверх идти, там перекаты. Наверное, вниз пойдем. Посмотрим. Может быть, поймаем. Не поймаем, да и бог с ним. Главное, мы на реке, и Да. погода благоприятствует. Такая тишина. Красота. Хоть и рыбу лови. Да. Все. До перов поклевок. Сколько я? Ничего себе. 2 ложками 2 ложки прихватил. Вот это, проголодался. вот это ударник, кому нести чего куда. Опа. Обед закончили. Осталось чаепитие. Да. Сейчас все это дело уберем. Вот. Это сюда. Сало сюда. Мандарины потом. Хлебушек сюда. Трубочки здесь. Трубочки. Нет, трубочек вот сюда. Да, нет. Так, это можно. Сало, ничего страшного, если замерзнет. Да. Охрана, Так, а кружка у меня где? Кружка, наверное, там у меня. Так, все. А, стопки еще. Стопки сюда. Все. Ну, теперь с трубочки, если покушаем, мы просто не должны будем, а обязаны будем поймать хариуса. Правильно? Так он обязан. Так, ну что, закрываем? Да. Чтобы это... Ян Григорьевич говорит, у меня не заварка, Иван-чай. Да. Кипрей. Кипрей. По книжному кипрей. А, тезка, Иван-чай. Да. А Путин же сказал, заготавливайте Иван-чай. А я вот тут почему-то чай заварку попью изжога. Там краски много. Краска там есть. Ну так не может чай быстро завариться, чтобы ты только кинул, блин, и уже красный. Ну, вот Так, я взял еще ложку, думаю, друг Иван забудет. не, что я ложку не забуду. Я вот это вот. Ну-ка, давай заценим. Опа. О, натуральный иван-чай. Да, Мы сегодня вообще натуральными продуктами питаемся, да? да. Натуральная утка, натуральная картошка. Я его собирал не в Троицке, а в тайге, среди тайги, поляна. Я знаю, где там мы с Игорем даже ездили туда специально. Натуральные трубочки. Да, и трубочки натуральные. М. Вот. Ну, за рыбалку. О. Красота. Никуда он не денется. То есть имя тоже. Ческает. Вкуснятина, ческает. А этот иностранец что-то там попробовал в Удмуртии. И тоже ческает. Я говорю, смотри, ну это же тоже как булгары. И, блин, там слова совпадают. Ой, спасибо Васильевне. Раньше
С рубочками всегда отправлял, а без улова не приезжал. Сегодня посмотрим, как сработает. Рискнем без разведки. Как бы в идеале было, конечно, пройти сначала на лыжах, а потом уже на снегоходе, но попробуем. Лишь бы воды не было и лишь бы не провалиться никуда. Самое плохое вот эти деревья. Что, попробуем? А здесь что? А еще выше поедем? Здесь клевало? Ну, пока сухо, не знаю. Вот старая лыжня есть. Вот места, видишь, местами видно, что открыто было. Видишь, вон? Да, я крупного поймал вот в этом месте. Точно? Ну, давай. А что у тебя в серой сумочке? У меня удочки, жерлицы. А что не скидываешь, не мешает? Ладно. Пробуем, буримся. До первой поклевки. Так, ну что, новое место. Первые пробуренные лунки. Первые закинутые удочки. И пока тишина. О, клюет, клюет. Ну вот клюнуло сейчас, да, здесь. Хорошо. Это уже хорошо, да. Сейчас я не успел. Сейчас закину удочку здесь. Там уже поклевка была. Здесь попал, вот, видимо, на дерево куда-то, на сучок. А там вот поклевка была. Тык-тюк, тюкнуло кто-то. Там двойная у меня. Здесь одинарная с тонкой леской. Глубина нормальная. Как бы здесь типа ямки что-то. Иногда бывает здесь хариус собирается. В прошлые года здесь бывало ловили и неплохо, так сказать. Так, это оставляем. Хозяйство пока здесь. Ну-ка попробуем. Попробуем того раздраконить. Но здесь поклевка была 100%. Не знаю, кто там был. Но тут леска у меня толстая, наверное, чуть ли не 0,2. Килограммовый клюет. Да, можно не бояться, тянуть его смело. 0,18 как минимум, может быть даже 0,25, не знаю, но толстая леска. Аж видно, ну, чуть тоньше кивка. И поклевка была. Робкая, но это была поклевка. Так что оставляем. Буримся дальше. Кидаем удочки. Клюнуло на стоячку, как бы. Это говорит о том, что хариус неактивный. Ладно, сейчас попробую одинарной мормышкой с тонкой леской сразу проверить эти две лунки сначала. А потом уже будем разбуриваться. В принципе, хариус, если голодный, если он есть, он должен ударить сразу. И здесь как раз вот мы, наверное, и попробуем отпустить камеру и посмотреть, что там творится подо льдом. Не хочет. Не хочет. Вон глубина здесь получается. Чуть больше метра. Метра полтора, наверное. Ну, не совсем как бы яма. А, вот здесь глубже. Здесь даже еще глубже.
так скажем, углубление. Плес с углублением. Летом бы по-любому здесь, наверное, что-то бы, да что-то клюнуло. И зимой бывали здесь тоже поклевки, как бы. Немного, но штук 7-8 десяток бывало ловили здесь. Не помню, на этой ямке или на следующей я как-то даже сишка поймал. Было и такое чудо-диво. Даже сижок сюда поднялся было. Но это было давно уже, лет 6-7 назад, может быть. Ну, пока тишина. Ладно. Буримся, ищем. В общем, до первой поклевок. Одна поклевка была. Иду. Все. У Ивана поклевка. Вот он, красавец. Обрыбился. Трубочки сработали. Трубочки вообще сработали. О, красавец. Ну да. На что взял? Вон. На нимфу верхнюю, да? Да. Ну, то есть За губу капитально. так он. Так, и за живот. Да, тут уж хуй он. О, первый. Янцкадан. Да, янцы, когда. На этой деревяшке, да? Да, Где вот это с деревом-то? да. А я тут пробовал, у меня ни хрена не клюнуло. У меня там поклевка была. За деревяшкой, говорю, должен стоять. Ну вот, первая поклевка и первый хариус. От нуля уже ушли, по крайней мере. Иван ушел, осталось мне поймать еще хотя бы рыбку, и будет здорово. Обурили где-то лунок 10. Поклевку одну видел там на той настоящей удочке. И пока все. Глубина нормальная. Ну здесь Крупный. Но он так подойдет, тыкнет. И все. Вот тоже один раз так тык. И я усек это дело. Он цепляет за дерево. Где-то там. надо, наверное, камеру отпустить, посмотреть. Может, его там километра просто не берет. Что, посмотрим камеру? Да, конечно, можно, все, это не мешает. Так, ну что, давайте же все-таки посмотрим подводный мир этой речки. Достал камеру подводную. Калипсо. Сейчас включим ее. Сейчас посмотрим, что там творится. Так, ну что, снимаем. Так, запись пошла. Так. Видим дно, видим травку. Рыбы не видать. Рыбы не видать. Это был, Иван, залетный кто-то. Залетный хариус был один. Нету здесь. Там и не клевало. Глубина не шибко большая. Да, глубина небольшая, глубина нормальная. Для хариуса самое то. Но Прозрачность, в принципе, нормальная. Видно все. Но рыбы здесь нет однозначно. Все видно, кроме рыбы. Сейчас посмотрим, что там за коряга. Где мы поймали этого случайного прохожего. Так. Что тут у нас? Ух, какая тут древесина коряга, которую мы пробурили.
И за ней никого, да? И ни за ней никого, ни возле нее никого. Никого. Один был залетный какой-то. Стаи нет, короче. Здесь рыбы нет. И нечего здесь тратить время, поедем дальше. Сейчас посмотрю еще эти 3 луночки. Поклевка, конечно, обнадежила. Возможно, на мою удочку этот и клюнул, но Григорьевич его поймал, и все. Не густо, скажем так, не густо. Ни крупного, ни мелкого. Никого. Здесь рыбы нет. Ну, о, какие камни здесь крупные. Вот там должна быть. Камушки есть, но они такие уже все мхом заросшие. Ну вот, за один камень должен быть царь. Ну, должен, но не обязан, не видно его здесь. Нету. Один случайный был у тебя, и все. Речка обмелела, мохом заросла. Мхом. О, тут тоже коряга. Коряга. А рыбы нет. Здесь рыбы нет. И, естественно, делать здесь больше нечего. Поедем дальше. Искать, где она есть. Все. Так. Едем без проверки, рискуя. Если что, спрыгивай. Ну, с Богом. Видно вот открытые места. О, рябчик. Так. Ну что, рискуем? Пока едем. Ну, в принципе, вон кто-то на лыжах проходил давненько. Едем по лыжне. Если воды не будет, должны проехать, в принципе. Площадь урагана все равно больше, чем площадь лыж. И где проехал человек на лыжах, в принципе, на урагане должны проехать. Вот тут перекатик. Пока вроде как сухо. Здесь, конечно, лучше было бы проверить, но ладно, пока едем. Едем, пока не провалимся.
остановимся и побуримся немножко. Что, попробуем этот плес? Здесь, наверное, мелко, но попробуем. До сюда доехали уже хорошо. До сюда доехали уже хорошо, говорю. Перекаты вроде бы закрыты пока. Ну вот это, видишь, тут наверное, не плес, тут перекат, наверное. Но... Харюски, да. Сильно не бурись, не заглубляй. Может быть мелко здесь. Где-то здесь был пенек, напротив которого у меня Хариус даже с лунки не вышел, оборвал леску. То есть глубины не хватило ему залезть в леску. Было и такое. Ладно, будем пробовать. Видно, что вот перекат здесь, видишь, вот берега открыты. И здесь, наверное, я так думаю, глубины нет. Корочка есть. Каша. И есть глубина. Так что будем пробовать. А, глубины нет. Нету? Не, мало очень. Вон, раз. Опа, уже зацепился. Но сантиметров 20 подо льдом есть, не больше. Ну я говорю, я здесь помню, не смог вытащить даже это из-подо льда. Он не влез в лунку, у меня Хариус крупный. Минуты 2, наверное, боролся и оборвал леску. Ладно, оставляем эту удочку. Пойдем пробуримся дальше, ниже, выше. Посмотрим, здесь бывало. Хариус поклевывал на этом месте. Будем проверить, все равно надо, да? Да. Иван Григорьевич делает успехи. Ну-ка покажи, на что ты ловишь. Вот. Самодельно, магазинские снасти Иван Григорьевич не признает. Сделал вот такую с обыкновенной медной трубочки. Отрезал столбиком, даже не столбиком, а как ромбиком. Покрасил снутри, покрасил снаружи черные полоски. Кучу опарышей. И работает. Да, и куда денется? Трава, блин, попала. Так, ну, а я уже пробурил сколько? 3, 4, 5-ю лунку начал бурить. Одну удочку закинул там. Здесь мелко, там начинается небольшое заглубление. И попробую, так как здесь я уже прошелся, у меня ничего не клюнуло. Толстая леска, 0,2, наверное, там. С нимфой. И у тебя какая? 0,16. 0,16. Ну, там у меня с узлом и с отводным поводком, с нимфой и с мормышкой крупной. Пока не сработало. Тоже попробую сейчас вот такую вот снасть. Тоненькая леска, ну как 0,16 тоже. И такая небольшая вольфрамовая мормышка. Сейчас посмотрим. По тем же лункам пройду. Сейчас посмотрим. Дело в рыбе или дело в аппетите рыбы. Когда клев неактивный, толщина 0,16 и 0,18 уже дает о себе знать, не то что 0,2. Она просто этой веревки боится. Но когда рыба активная, им пофиг на эту леску. Ты хоть веревку цепляй, она все равно ударит, да? Да. Когда нету жора, да. Без жоры надо быть, вернее, надо искать причины. Леску, мормышки менять. А когда жора приходит, тогда все хорошо. Морозец давит, но ветра нету и как бы нормально. Скажем так, пока комфортно. Комфортно. Так. Долго задерживаться не будем, но по пару раз. Вот здесь как бы свал, небольшое заглубление идет, вот там вот чуть мельче. Здесь на полметра глубже.
По идее, в таких местах хариус должен быть. Ну почему-то его нет. Ну, один клюнул, сразу взял, да, Иван? Ну да. Пару раз подкинул, туда-сюда кинул на дно, приподнимаю. Тух. А я там пробовал, нифига. Нифига. Может быть, его нет. Скорее всего, нет. Если, вот как Иван говорит, ударил сразу. Когда он не хочет, он тюкает, подходит, показывает себя, что он есть, но не берет. Но если он сразу ударил, скорее всего, он здесь был, наверное, один. О, все, замерзло уже. Так, ну что, пойдем пробурим еще пяток лунок. Пройдемся по лункам. И потом уже поедем дальше. Проверять, искать новые места. Слава богу, лед пока есть. Лед сухой, подсохло, морозами подсушило. И как бы это радует. Пойдем глянем, что там у Ивана Григорьевича. Что-то слишком громкие эмоции у него там. На берегу оборвал. А ты тебя высоко поднимаешь, да, конечно. Ну я просто хотел на леске, он О. чтоб стоял. Оторвал, да? Ну да, ну. А, леска, вот 0,16 леска-то. Вот это уже мечаком. Красавчик. Ширинянь. Почти под килограмм. 800 точно и 900 уже, да, где-то, наверное? Да, толстенький. Толстенький. А так хорошо взял. А смотри, а сколько здесь, да, я пробовал и ни одной. Все-таки твоя самодельная удочка работает. Вот такая вот колбаса. Красавчик. Ну что? Уже хотел уходить. Думаю, пойду опять на ту лунку. Еще так постучал, приподнимаю. Сразу. Я смотрю, ты так руки высоко-высоко поднимаешь. Думаю, что он зарядку что ли делает? Нет, я чтобы она играла, я поднимаю до льда. Подниму, потом опускаю. Она ищет рыбу. Нет, ты уже когда поймал, поднял высоко. А, это да, я сниму вместе, чтобы ты видел. Ладно. Уже хорошо. Уже отлично. Янцкадан. Красавчик. Так вот. Очередной новый неизбуренный плес. Неизбуренный, потому что в этом году на реке не проходила именно в этом месте нога человека точно. Ни лыжни, ни буранки, ни лунок, ничего. Может быть, на первый лед кто-то и был, не знаю, но сейчас вот, если бы кто-то был, было бы видно. И Иван Григорьевич говорит, поехали, пробурили больше 10 лунок. Поклевок нет, но как бы место перспективное. И не было такого сезона зимнего, чтобы здесь, на этом месте, мы не поймали. Так что Иван Григорьевич говорит, здесь рыбы нет. Настроения нет. Начало было хорошее. Он даже вон мормышку вытащил из воды. В рукавицы. Думает, там ловиться будет лучше. Нагреется. Ну, потом на теплого парша. А я немножко прямо. Я все-таки сейчас достану подводную камеру и посмотрю. И есть он там или нет. Нету тут никого. А посмотрим. Был бы он, блядь, взял. Так, ну что, включаем камеру. Я, правда, в кофре была. Так, и включаем. Посмотрим подводный мир. Блин, все во льду, надо было в руках подержать. Она сейчас с льдом покрылась. Глазок сразу покрылся льдом. Хреноватенький видно. Она замерзла. Ледяной глаз.
Так, ладно. Глазик протрем. Так, ну вроде протерли. Ну-ка сейчас как видимость. О, уже получше. Здесь у нас мелко. Камушки. Рыбы нет. Пойдем посмотрим там, где глубже. И здесь у нас рыбы тоже не видать. Куда она делась? Куда она делась? Ушла за 3-й кордон. Вон какое место хорошее. Кстати, то, что ее видно, не видно на камеру, это еще не факт, что ее здесь нет. Бывает, так камеру глянул, нету. Тут же кидаешь мормышку и следует поклевка. Это хорошо, когда рыба стоит или прикормлена там, ее видно. А так хариус он или поднимается, или сплавляется. Все это он делает очень быстро. И так бывает. Трясешь мормышку, хлоп, поклевочка. А это просто он проплывает рядом. Заметил мормышку и ударил. Вот повезло тебе, попал под нос проходящему хариусу. Поймал. Нет так нет. Не видать милого друга. Это хорошо, если попал ты куда-то на ямку, где стоит стайка, собралась. Да, ты заметил ее, кинул. Если еще хочет стайка кушать, то можно наловить с одной лунки прямо несколько штук. А так только на удачу, на проходящего хариуса. Не видать. Никого. Интересно, девки пляшут. Давайте. Но все равно до конца плеса-то пробурюсь однозначно. Видно его, не видно. Я его все равно найду. Не может быть, чтобы на этом месте не было хариуса. Ну, не поверю я никак. Ну, пока не видим. Так что выключаем камеру. Выключаемся, буримся, ищем до первой поклевки. Так, у Григорьевича потери. Новое место. Я же говорю, здесь хариус крупный должен быть. Оборвали леску. Это трубочку твою, да, оборвали? Надо поймать его. Ой, бля. Надо мормышку твою достать. Он сразу, наверное, не возьмет, да? Ты перевязываться будешь? Ну-ка попробуем. Может, возьмет хоть спасти.